Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. Для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 72 рубля 88 копеек. Евро остановился на отметке 85 рублей 49 копеек. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Алмаз-Эргиенбанк за 72,66, а продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 73 рубля 15 копеек. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Алмаз-Эргиенбанка 85 рублей, продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 85 рублей 60 копеек. Якутия расположилась на втором месте в списке регионов-лидеров по числу выданных кредитов по программе дальневосточной ипотеки. В макрорегионе тройка лидеров выглядит следующим образом. Приморский край – 7120 кредитов, Якутия – 5210 кредитов и Хабаровский край – 3552 кредита. Отмечается, что на получателей дальневосточной ипотеки Приморского, Хабаровского краев и Якутии приходится порядка 63% от общего количества выданных кредитов по льготной ипотеке. В первую пятерку также входят Бурятия и Амурская область. На 6-м и 7-м местах находятся Сахалинская область и Забайкальский край. В Якутии продолжает сокращаться доля операций по получению наличных денег с использованием банковских карт. В первой половине 2021 года на территории республики проведено 139 миллионов транзакций по оплате услуг торгово-сервисных предприятий, что в 25 раз больше количества операций по снятию наличных денег. На долю безналичных платежей пришлось 96% от общего количества операций с использованием платежных карт. Годом ранее этот показатель находился на уровне 94%. Общая сумма безналичных расчетов в торгово-сервисной сети превысила прошлогодний показатель на треть, достигнув 116 миллиардов рублей. Отметим, что к июлю текущего года общее количество платежных карт, выданных на территории региона, увеличилось на 11% и достигло 2 миллионов единиц. На одного жителя республики в среднем приходится по 2 банковские карты. Кредитные эксперты заявляют, что крупные кредитные организации воспринимают микрокредиты или деньги до зарплаты в кредитной истории россиянина как негативное качество потенциального клиента. Отмечается, что риск неуплаты среди клиентов с 1-2 микрозаймами в кредитной истории в 2 раза выше, чем среди россиян, никогда не обращавшихся в микрофинансовые организации. Аналитики предупреждают, если клиент брал микрокредит 3 или более раз, то вероятность просроченного платежа растет. Поэтому при наличии в кредитной истории большого количества микрозаймов банки с большой долей вероятности откажут клиенту в получении стандартного кредитного продукта. Воспитанники Дворца детского творчества имени Фаины Иннокентьевны Авдеевой в Якутске будут изучать на занятиях финансовую грамотность. Тематические уроки войдут в обязательную программу для тех, кто готовится к правовой и предпринимательской деятельности, а также тех, кто ходит в кружки лидерства и волонтерства. Специалисты Банка России научат детей вести личный бюджет, делать накопления и разумно их тратить, грамотно пользоваться финансовыми услугами и вовремя распознавать мошенников. Будущие бизнесмены, юристы и волонтеры не только смогут получить новые знания, но и попробуют себя в роли лекторов. Они будут делиться полученной информацией со сверстниками, изучающими другие направления. Якутской статистике 168 лет. 23 сентября для статистики Якутии – историческая дата. Именно в этот день, в 1853 году, был создан Якутский областной статистический комитет. Как изменилась с этого времени работа органов статистики, почему в Сахастате работают в основном женщины, какие исследования они проводят и от чего зависит изменение цен на товары в магазинах, узнавала наша съемочная группа. У нас хранится документ, копия, конечно, документа якутского губернатора о создании Якутского комитета, в котором так и зафиксировано: 1853 года, сентября 23 числа создается комитет, Якутский комитет статистики. И с этого дня идет отсчет нашей истории. За 168 лет истории органы статистики не раз преобразовывались. Кардинально менялись методики обследований, но неизменным остаются сбор, систематизация и анализ данных. У статистики женское лицо. Это расхожая фраза и о якутских статистиках. В территориальном органе почти все специалисты женщины. И нет случайных людей. И это неудивительно. Работа требует усидчивости и предельной внимательности.
Для выпускницы финансово-экономического института СВФУ Вероники Алексеевой работа с цифрами отнюдь не скучное занятие. Для нее новое и интересно все. В отделе она работает чуть больше года. Я никогда не считала скучным экономику. Для меня это интересно, так как это также соприкасается с нашей повседневной жизнью. Я, допустим, обрабатываю отчеты предприятий пищевой промышленности. И это тоже достаточно интересно, кто сколько производит, какая у них выручка. Статистики работают не только в кабинетах. Связь с повседневной жизнью здесь как нигде важна. Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила Алексеевна. Ой, Ага. Да, одевайте. Долгуяна Иванова раз в квартал ходит респондентов для выборочного обследования бюджета домашних хозяйств. Людмила Алексеевна по заданию статистиков ведет дневниковые записи, где учитывает все денежные расходы семьи. По моему примеру, да, вы уже можете судить о следующих людях. Как люди живут вот, в возрасте, вообще вот, как мы живем, средние. Это не только для меня, это всем интересно сравнить, как люди живут. Таких, как Людмила Алексеевна, добровольных помощников у органов статистики региона более 400 домохозяйств. Выборочное обследование домашних хозяйств дает нам уникальную информацию о жизни людей, о том, как отражаются принятые правительством какие-то меры, да, социальной поддержки. Вообще уровень жизни людей отражается именно в обследовании бюджетов домашних хозяйств. Чем больше доля составляет на продукты питания, тем считается, что уровень жизни населения ниже. Да? Чем выше мы можем позволить себе, чем больше мы можем позволить себе потратить на услуги, на непродовольственные товары, тем уровень жизни у населения выше. На потребительские расходы населения повлияла и пандемия. К примеру, во время локдауна в прошлом году они сократились на 5,3%. При этом расходы на продукты питания увеличились на 6,3%. И это тоже фиксирует статистика. Сюда заходим. Он стоил 270 на той неделе, если. И вот на этой неделе тоже 270 рублей. Но так бывает не всегда. На некоторые товары цены могут меняться довольно часто и не обязательно расти. Зависит это, к примеру, от сезона, спроса или даже факта закрытия переправы на реке. Большой объем собираемой и обрабатываемой информации требует новых подходов и решений. Саха-Якутия-Стат активно развивает процесс предоставления информации в электронном формате. В формате аналитических таблиц электронных мы перевели в настоящее время порядка 40% такой информации. До конца года требуется нам перевести еще 4 работы. И в дальнейшем планируется рост планомерный перевода таких таблиц в электронный формат. Применить цифровые технологии намерены и в предстоящую всероссийскую перепись населения. Масштабное мероприятие десятилетия, которое определит будущие ориентиры страны. И скоро это может оценить каждый из нас, самостоятельно заполнив электронный переписной лист на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты. Также ответить на вопросы анкеты можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ. Туяра Филиппова, Георгий Григорьев, Якутск. В столице региона продолжаются мероприятия, приуроченные ко Дню предпринимателя. Так, Фонд развития предпринимательства дал старт обучающему форуму. Подробнее о мерах поддержки предпринимателей смотрите в следующем материале. Фонд развития предпринимательства оптимизирует свою деятельность. Сотрудники некоммерческой компании объездили 15 районов Якутии, рассказали о своей деятельности и провели консультацию с предпринимателями. На основе этих встреч были выявлены самые часто задаваемые проблемные вопросы. Основываясь на запросах предпринимателей, и была сформирована программа форума. Итак, тема скоростной форсайт-сессии «Деньги нужны вчера. Кредит, лизинг и займы». И мы пригласили специально для этого представителей банка, Центрального банка, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, чтобы обсудить текущие проблемы. Это мероприятие у нас совершенно на бесплатной основе. Мы приглашаем всех наших предпринимателей заинтересованных. Можете подойти 24 сентября в Саха-Медиа, 2 этаж, в 10 часов утра. Основная мера поддержки от некоммерческой компании – это займы для начинающих предпринимателей и работающего бизнеса. Мы выдаем микрозаймы льготные по ставке от 6 до 10 годовых до 5 миллионов сроком до 5 лет. Продукты самые разные, есть приоритетные направления – туризм, производство, сельское хозяйство, арктические зоны, да, предприниматели, по которым мы выдаем по 6% годовых. А во всех случаях, вот все услуги 8 годовых, 10 годовых – это у нас идет торговля.
Также компания предоставляет поручительство по кредиту и по банковской гарантии. Когда наши субъекты малого и среднего предпринимательства обращаются в банк, они могут воспользоваться нашими услугами в виде поручительств на недостающее сейчас обеспечение по кредиту. Наш фонд до 70% может закрыть обеспечение по этому кредиту в виде поручительства юрлица. Также с текущего месяца фонд реализует новую программу поддержки для самозанятых. Теперь они могут получать займ от 30 до 1 миллиона рублей по ставке от 4 до 8%. Фонд предоставляет займы во всех сферах деятельности. Главное условие – быть самозанятым. Это граждане, которые не имеют права привлекать сотрудников. Они сами все услуги оказывают. Да, это сдача аренды, это репетиторство, это такси, это услуги авто, это выпечки какие-то, да, готовка выпечки тортов. Вот по таким направлениям они сами регистрируются через приложение «Мой налог», через МИФНС, через «Мой бизнес» могут зарегистрироваться, да, и вести свою деятельность в этом направлении. Заявление на займ от самозанятых и индивидуальных предпринимателей рассматривается до 10 рабочих дней. Решение по заявителю принимают 2 комиссии – финансовый, а также попечительский совет, состоящий из надзорных органов и общественных организаций. Марферина Алексеева, Григорий Григорьев, Якутск. А в торговом центре «Кружало» в Якутске сегодня начала работу ежегодная межрегиональная промышленная выставка-ярмарка «Якутия-Экспо-2021». С нами на прямой связи наша коллега Ульяна Шагина. Ульяна, добрый день. Что интересного представили сегодня предприниматели? Надежда, приветствую тебя. Мы сейчас находимся на территории торгового центра «Кружало», где проводится ежегодная выставка «Якутск Экспо-2021». Как мы видим, здесь представлено более 10 палаток, более 10 предпринимателей не только из Якутии, но и из других регионов страны. Они представили всю свою продукцию. Ну и, конечно же, какой же форум без различных мероприятий. Я напомню, что в этом году, впрочем, как и каждый год, у нас отмечается и форум предпринимателей, и День предпринимателей Якутии, который каждый год у нас отмечается 27 сентября. И в рамках выставки, конечно же, будут проводиться и различные мероприятия. Подробнее о них нам расскажет Марина Богословская. Добрый день. Добрый день. Поздравляю и вас, и нас с началом, с открытием форума. Форум будет проходить с 23 числа, с сегодняшнего дня, и по 27 число, как раз в День предпринимателей Республики Саха-Якутия, форум завершит свою работу. Площадки форума – это замечательное место, где предприниматели могут поговорить о своих проблемах, рассказать о своих достижениях. И в частности, вот сегодняшняя выставка, она 5-я по счету. Эта выставка проводится по инициативе Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия при поддержке предпринимателей. Ну, прямо скажем, выставка знавала и лучшие времена. В былые годы до 40, до 45 участников выставки, как бы мы принимали, до 15 регионов. В этом году, в связи с пандемией, тем не менее, нам с большим трудом удалось эту выставку организовать. В ней принимают участие 3 региона. Это Новосибирск, Иркутская область и Алтайский край. Всего 15 участников на сегодняшней выставке. Но тем не менее, это праздничная атмосфера, это возможность предпринимателям показать свой товар, что-то продать, заработать деньги. У всех хорошее праздничное настроение. Но вы уже прошлись по рядам, посмотрели продукцию? Да, конечно, уже кое-что себе присмотрела. Интересные продукты. Есть очень интересная продукция традиционно алтайских предпринимателей. Это орехи, мед, травы, травяные сборы. Так что есть на что посмотреть, что приобрести для дома, для семьи. Кроме сегодняшней выставки, как я уже сказала, масса мероприятий проходит. Прямо все площадки города заняты активными предпринимателями. Ну вы сказали, что в музее, да, будет? Да. И большое мероприятие, о котором бы мне хотелось сказать отдельно, это то, что по инициативе Торгово-промышленной палаты мы вносим свой вклад, да, в увековечивание истории якутского предпринимательства для будущих поколений. Была в 2015 году издана книга «Летопись якутского предпринимательства».
предпринимательства, но она была издана небольшим тиражом, и, собственно говоря, ну вот кому она досталась, тому досталась. Но нам бы хотелось, чтобы как можно большее количество людей знали о славной истории якутского бизнеса, и чтобы молодое поколение имело возможность познакомиться с этой историей. Поэтому по нашей инициативе, но с поддержкой Министерства предпринимательства, они оказали финансовую поддержку и вообще очень деятельно приняли участие. Мы оцифровали эту книгу, и вот сегодня мы открываем выставку, посвященную истории якутского предпринимательства в музее «Россия. Моя история». Там будет большое мероприятие, не только открытие выставки, также будет презентация новой экологической акции. И состоится историческое, на мой взгляд, мероприятие. Это подписание соглашения между крупнейшими общественными предпринимательскими организациями. Это «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата Якутии, а также омбудсменом, уполномоченным по защите прав предпринимателей Республики Саха-Якутия Кычкиной Альбиной Егоровной. То есть бизнес объединяется. Это вообще тренд, это такая вот новое направление деятельности общественных структур, когда мы объединяем свои усилия для поддержки, для развития якутского предпринимательства. Ну что ж, я скажу, что любой человек может подойти сюда, выбрать себе продукцию, которая по душе, ну и вообще в целом ознакомиться с тем, что продают не только якутские предприниматели, но и российские бизнесмены. Так что приходите, выставка работает до 25 сентября включительно. Приходите и посмотрите. У меня на этом все. Надежда, передаю слово коллегам. Благодарю, Ульяна. Напомню, с нами на связи была наша коллега Ульяна Шагина. Она рассказала о межрегиональной промышленной ярмарке. С 5 октября Россия возобновляет авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Помимо этого увеличится число рейсов из России в Испанию, Киргизию, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан и Узбекистан. А с 4 ноября самолеты чаще будут летать на Шри-Ланку. Вместе с тем ограничения на полеты в Танзанию продлеваются до 1 ноября 2021 года из-за сложной эпидобстановки в государстве. Тем временем МЧС России усилила аэромобильную группировку по поиску пропавшего с радаров самолета Ан-26. Как сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Яковлев, из Хабаровска выдвинулись подразделения Амурского спасательного центра. Реагируют пожарно-спасательные подразделения. Поиски осложняются темным временем суток и сложными метеоусловиями. Напомним, 22 сентября в 38 километрах от аэропорта Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хихцир, пропал с радаров самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 6 членов экипажа. Самолет совершал технический полет. По оперативным данным авиалесоохраны, на территории Якутии продолжают действовать 17 природных пожаров. За сутки ликвидировано 2 возгорания на общей площади 1135 гектаров. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Сегодня 4 воздушных судна от РСЧС продолжат работу. В Якутске находится в готовности к применению вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Вчера огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона провели плановые пожарно-тактические учения на территории национальной гимназии АИК-ГАТА в столице республики. Согласно замыслу, в результате короткого замыкания произошло условное возгорание в спортивном зале гимназии. В здании остались люди. До прибытия первых пожарных расчетов администрация объекта провела эвакуацию 367 детей и 19 человек персонала. Прибывшие силы провели разведку в здании на предмет наличия людей. Пожарными было эвакуировано 2 человека. Параллельно с этим огнеборцы ликвидировали условный очаг пожара. Всего в учениях было задействовано 14 единиц пожарной техники и 39 человек личного состава. Сильнейшее землетрясение магнитудой 6 баллов повредило десятки зданий в Мельбурне на юго-востоке Австралии. Подземные толчки ощущались в соседних штатах. Национальная сейсмологическая служба предупредила о возможности повторных подземных толчков, которых следует ждать в течение следующих недель или даже месяцев. Это, впрочем, не отпугнуло сотни демонстрантов, которые 3-й день подряд выходят на улицы протестовать против обязательной вакцинации строителей и карантина. Подробности у Анастасии Дмитриевой.
Жителей востока Австралии в среду утром застало врасплох мощное землетрясение магнитудой 6. Оно произошло недалеко от Мельбурна и стало первым настолько мощным за всю историю сейсмонаблюдений страны, сообщил Национальный институт наук о Земле. Эпицентр находился недалеко от городка Мансфилд в штате Виктория, примерно в 200 километрах к северо-востоку от Мельбурна. Авторшок был оценен в 4 балла. Завалы заблокировали одну из главных улиц Мельбурна. Около 35 тысяч человек остались без света. Многих эвакуировали из зданий в центре города. Землетрясение ощущалось за многие сотни километров в Аделаиде, Сиднее и Канберре. Угрозы цунами для материковой части нет, говорится в заявлении Метеорологического бюро страны. Кадры с камер наблюдения показали лыжников, спускающихся по склонам, когда под ними начала трястись трасса. Журналисты австралийской телерадиовещательной корпорации Майкл Роуланд и Тони Армстронг были в студии на утреннем шоу, когда начались подземные толчки. Камеры сняли раскачивающуюся студию и недоумение на лицах журналистов. Напуганным был даже сокол-сапсан, высиживавший яйца в гнезде в Мельбурне. За пернатым ведется видеонаблюдение, которое круглосуточно транслируется в интернет для проекта «Викторианский сапсан». Стихийное бедствие, тем не менее, не остановило протестующих. Они третий день подряд выходят на улицы Мельбурна в ответ на решение властей об обязательной вакцинации от коронавируса строителей. Кроме того, они недовольны закрытием на 2 недели всех стройплощадок из-за роста там числа заболевших. Полиция во вторник арестовала более 60 человек из 2000 протестующих. Они, среди прочего, заблокировали оживленную автостраду и нанесли травмы 3 полицейским. Специальный самолет МЧС России прибыл в Лаос с грузом гуманитарной помощи. Это около 30 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Операция проводилась по поручению правительства России после соответствующего обращения Лаосской Народно-Демократической Республики. Отметим, власти Лаоса 16 сентября продлили ограничительные меры по борьбе с коронавирусом до 30 сентября. В настоящий момент в стране закрыты границы, приостановлена работа ресторанов, спортивно-развлекательных и образовательных учреждений. Также введен запрет на проведение массовых мероприятий. Оставшиеся без работы такси в Таиланде превратились в грядки на время пандемии. Из-за пандемии коронавируса многие водители покинули Бангкок и уехали домой в провинцию. В результате тысячи автомобилей уже более года простаивают без работы. Один из таксопарков решил превратить их в грядки, чтобы выращивать овощи для своих сотрудников. Подробности рассказывает Артем Сторонов. Один из таксопарков в центре Бангкока превратился в огород. Его сотрудники решили использовать крыши и багажники оставшихся без работы из-за пандемии машин, чтобы выращивать там овощи. Такая идея пришла в голову начальнику таксопарка Тепакорну Асавалерткулу. По его словам, многие водители решили вернуться к себе домой в провинцию, и автомобили простаивают без дела. Мы все вместе обсудили ситуацию и решили выращивать овощи для собственного потребления, потому что сейчас совсем нет пользы от этих такси, которые обходятся в миллионы бат просто стоя на месте. Они припаркованы здесь уже больше года и превратились просто в рухлядь. Сотрудники таксопарка довольны таким решением. По их словам, это обеспечивает их хоть какой-то работой, что значительно снижает стресс, а также свежими овощами. Правда, долго, по их словам, это не продлится. В какой-то степени это действительно нам помогло, но это не улучшит ситуацию в долгосрочной перспективе. И хотя сейчас водители и другие работники могут выращивать овощи, это лишь частично решает проблему. Думаю, правительство должно вмешаться и помочь нам. С начала пандемии в Таиланде зарегистрировано свыше 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли 15 600 человек, причем 99% смертей произошли за последние полгода. Доля вакцинированного населения составляет всего 21%. Виртуальная телепортация вот-вот станет реальностью. Интернет 5G позволяет быстрее передавать данные, а сеть следующего поколения 6G сделает возможной телепортацию, так говорят британские ученые. И уже активно над этим работают. Подробности смотрите далее. С первого взгляда может показаться, что эти два человека просто играют в какую-то виртуальную игру, кривляясь друг перед другом. Но на самом деле они не только видят, но и чувствуют друг друга. Ну или будут чувствовать в самое ближайшее время. Добро пожаловать в мир интернета нового поколения 6G.
В Институте коммуникационных систем, что в британском Гилдфорде, уверены, сеть будущего позволит передавать на расстояние не только картинки и звук, но и остальные чувства – вкус, запах и прикосновение. И уже сейчас работают над созданием прототипа шлема виртуальной реальности с расширенными функциями. Первым делом мы добиваемся интерактивности между двумя людьми в виртуальном мире. Для этого необходимо высокое разрешение, точность и синхронизация, недоступная даже при самом современном интернете 5G. Уже затем мы добавляем различные человеческие чувства и ощущения. Вскоре ваш виртуальный визави сможет появляться у вас дома, почувствовать вашу температуру, пожать руку и увидеть лицом к лицу. На необходимость подобной технологии указал локдаун, говорит профессор Тафазолли. Тогда миллионы людей оказались в полном одиночестве, и современные видеочаты не смогли заменить личного контакта. Свою технологию ученый называет виртуальной телепортацией. Когда мы передаем все чувства и ощущения вместе с трехмерным изображением человека, мы, по сути, телепортируем его, но не физически. Мы не пересылаем куда-то руки, ноги и все тело человека. Это и не нужно, ведь мы — это наши чувства, а не только тело. Профессор не скрывает, пока его детище только прототип, полноценно не функционирует. Сейчас ученые еще только работают над решением задач, которые сами себе поставили. Но, как говорит мистер Тафазолли, мы пытаемся превратить научную фантастику в научный факт. Гроссмейстер Нона Гаприндашвили подала в суд на компанию Netflix за недостоверно предподнесенную информацию о себе в оригинальном мини-сериале «Ход королевы». Претензии заключаются в том, что, по словам адвоката грузинской шахматистки Майи Цариашвили, в сериале была ущемлена репутация госпожи Нонны, были фальсифицированы сведения о ее профессиональной деятельности и заслугах. Так, как отметила Цариашвили, в последнем эпизоде сериала говорится, что Гаприндашвили никогда не состязалась с шахматистами мужского пола, что не является правдой. Помимо этого, женщину назвали русской, несмотря на ее грузинскую этническую принадлежность. Адвокат также подчеркнула, что в одноименном романе, который стал основой для сценария экранизации, была приведена достоверная информация о заслугах шахматистки. Но Netflix изменил данные из биографии Гаприндашвили в угоду кульминации сцены. До предъявления иска мы находились в коммуникации с Netflix. Мы требовали извинений и опровержения ложных фактов. Но Netflix посчитал, что он не нарушал никаких правил в отношении госпожи Нонны. Они не исправили данные в эпизоде и не извинились. После того, как закончились эти безрезультатные переговоры, мы обратились в суд. Полотна Мане, Гогена и Ренуара вернулись во Францию впервые с момента их написания. В Париже открылось главное художественное событие года – выставка коллекции братьев Морозовых. На вернисаже побывал Роман Чуриков. Полотна Мане, Гогена, Ренуара и Тулуз-Латрека вернулись в место своего рождения, по крайней мере, на время. В Париже спустя год после намеченной даты и 3 переносов открылась главная художественная выставка сезона. В столицу Франции привезли коллекцию братьев Морозовых. Русские промышленники и меценаты конца 19-го, начала 20 веков отличались не только богатством, но и безупречным вкусом. И за свою жизнь собрали несколько сотен полотен и скульптур, созданных своими современниками. 200 из них выставили в четверг, 22 сентября, на берегах Сенны. Среди экспонатов такие шедевры, как «Арлекин и его подружка Пикассо», портрет Жанны Самари Ренуара и «Поцелуй Родена». Многие из них братья Михаил и Иван Морозовы купили лично у малоизвестных еще тогда художников и скульпторов во время поездок в Европу. Так что большинство этих произведений искусства вернулись во Францию впервые после своего создания. Среди шедевров, представленных в Париже, и произведения русских мастеров, таких как Врубель, Серов, Репин и Малевич. Картины предоставили Государственный Эрмитаж, Пушкинский музей и Третьяковская галерея. Ну а соглашение о проведении выставки достигли при поддержке Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Последний уже посетил мероприятие, рассказав о важности культурных связей между Францией и Россией. Коллекция Морозовых будет доступна для посетителей до 22 февраля следующего года. Билет на выставку обойдется в 16 евро. Это примерно 1400 рублей.
А знаменитый аукционный дом «Сотбис», напротив, впервые гостит в России. В Москве открывается выставка продажи русского и западного искусства. Впервые за почти 3 столетия «Сотбис» дал возможность коллекционерам приобретать произведения искусства на открытых продажах с фиксированной ценой. Новой традиции 2 года. Стартовала она в Америке, затем такие выставки прошли и в Европе. Импульсом стала всемирная изоляция во время пандемии, когда живые аукционные торги остановились и активизировались частные продажи. На первую выставку в Москве отобрали 16 работ из частных собраний. От старых мастеров до современного искусства, зарубежные и русские художники. Все работы перед продажей прошли проверку на подлинность и отсутствие в международных базах Интерпола и Артласа. Такие выставки продажи «Сотбис» в России планируют проводить ежегодно. Экспозиция будет открыта для посетителей до 1 октября. Сегодня в Национальном художественном музее в Якутске открывается выставка американского фотохудожника «Страшные воспоминания». Сейчас на выставке находится наша коллега Марфирина Алексеева. Марфирина, приветствую. Что же такого страшного в этих воспоминаниях? Надежда, приветствую. Впервые в Якутске представлена устрашающая выставка, известная по всему миру. Это 32 картины, меняющиеся свой облик, картины из коллекции Эдварда Аллена. Для полного погружения хочу показать, вот посетителям выдаются фонарики, и в кромейшей тьме, получается, люди смотрят картины, и каждой картине еще есть такая интригующая история. Допустим, вот малышка Рути играла с дедушкой доской Уиджи с той ночи. Рути кажется немного одержимой. Ну вот примерно такие предыстории каждой картине представлены. Вообще фотохудожник свои произведения создал в технике стерео-варио. Это когда налаживается несколько картин, ну, фотографий в нашем случае, да, и если смотреть с одного ракурса, представлена совсем другая картина, с другого уже совсем другая картина, получается уже более жуткая. Например, вот сейчас представлен тут у нас малыш Эдгард. Если смотреть прямо, картина полностью миловидный такой парень. Немножко отойти, и мы видим уже вампира. Ну, сейчас для того, чтобы немного больше ознакомиться с выставкой, предлагаю прослушать комментарий. Когда мы с вами смотрим на какую-то фотографию, перед нами довольно милая лицо девушки, женщины, мужчины или ребенка. И только повернув взгляд в другую сторону, перед нами возникает совершенно другая картина, где перед нами предстает уже призрак этого человека или призрак какого-то предмета дома. Хочется отметить, что сотрудники музея очень постарались. При входе в музей сразу организована такая фотозона в стиле Хэллоуин. Также можно здесь же в зале звучит такая устрашающая музыка, которая также погружает в тематику ужаса. Здесь же можно посмотреть фильмы мрачного гения Голливуда Тима Бёртона, который известен своим мрачным антуражем. Но он создал такие шедевры, как «Битлджус», «Эдвард. Руки-ножницы», «Труп невесты», «Чарли», «Шоколадная фабрика», к примеру. Ну, выставка продлится до 9 января, аж здесь действует возрастное ограничение 12+, но при этом сотрудники музея решили сделать исключение для тех, кто придет с родителями. То есть дети, пришедшие с родителями, могут все-таки пройти, даже если им лет 10-11. Вход стоит 200 рублей для детей, а для взрослых 250. Передаю слово коллегам. Благодарю, Марфирина. Напомню, с нами на связи была наша коллега Марфирина Алексеева. Она рассказала о новой фотовыставке. 5 учреждений культуры Якутии уже присоединились к проекту «Пушкинская карта». С начала сентября потратить культурные рубли можно в Русском драматическом, оперном театрах, Государственной филармонии, Национальном художественном музее и музее «Моя история». Остальные планируют принимать посетителей по Пушкинской карте с октября. Сейчас в республике оформили карту уже 464 пользователя. Принимают заявку на виртуальные рубли на портале госуслуг. Потратить 3000 рублей от государства могут граждане в возрасте от 14 до 22 лет. Обладателям также необходимо знать, продажа билетов по Пушкинской карте останавливается за час до начала мероприятия. Еще большее количество нашего учреждения будет работать. Музеев больше подключится, ну и остальные все театры. Саха-театр, театр юного зрителя все откроют и согласуют, ну, все технические вопросы, платформы, на которых реализуется онлайн, идет продажа билетов,
будут сконструированы уже как бы на работу. То есть 1 октября для нас это уже новый этап, скажем, движения по этой карте. Это на самом деле действительно будущее наше, которое должно пройти через наши музеи и через наши театры. Этот проект очень своевременный. Молодежь с удовольствием приобретает онлайн вот эти билеты и посещает как мастер-классы, так и выставки, так и спектакли. Каждое мероприятие проходит тщательную модерацию на уровне России и представлено на портале «Культура.рф». То есть здесь несколько ступеней проходят мероприятия, оценку и также экспертами местного регионального уровня. Якутское кино снова в центре внимания. На главном кинофестивале страны, Сочинском кинотавре, прошла премьера новой картины режиссера Владимира Мункуева «Нуча». Она вошла в конкурсную программу и будет бороться за основные призы смотра. В центре сюжета якутская семья на рубеже 19-20 веков, в которую насильно поселяют русского каторжника. О ленте уже говорят в профессиональной среде. Недавно фильм получил главный приз на кинофестивале в Карловых Варах. И теперь к нему приковано пристальное внимание. Мы сейчас на кинотавре. Когда позавчера был показ у нас. Да. А потом нас всех хвалили. То есть большая часть людей нас хвалили. Бывает так, знаете, что люди посмотрят и молчат, ничего не говорят. А тут люди в основном хвалили. Несколько человек поругали, но в основном хвалили. Мы очень бережно и внимательно к этому относимся и хотим сделать так, чтобы все люди, которые хотят посмотреть такое кино, имели такую возможность во всей стране. Ну, естественно, конечно, в Якутии тоже. Я думаю, что мы в ближайшее время, может быть, в течение недели объявим о дате проката. С кинематографом также связан и определенный день недели. Традиционно по четвергам в России проходят кинопремьеры. Какие новинки ждут отечественных зрителей на этой неделе, расскажет киноафиша. Хотите сказать, что это Лига выживших? Для любителей пощекотать нервы в кино выходит продолжение психологического хоррора 2019 года «Клаустрофобы. Лига выживших». Зои и Бен пытаются найти тех, кто заставил их принять участие в самом садистском испытании, но вместе с 4 другими победителями смертельно опасных квестов вновь оказываются в игре. Прежние задания покажутся им сущими пустяками по сравнению с тем, что их поджидает на этот раз. Игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю. Мы выбрались. Мы свободны. Стоп. Что тут происходит? Мы все еще в игре. Клаустрофобы 2. Лига выживших. Ва-банк. Пол Шредер, сценарист культовых фильмов «Таксист», «Бешеный бык», «Последнее искушение Христа» и многих других, вновь попробовал себя в амплуа режиссера и выпускает в прокат фильм по собственному сценарию «Холодный расчет». Главное в покере — сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперед. Именно этими навыками Уильям овладел в совершенстве, когда решил начать новую жизнь. Теперь он уверенно идет к участию в мировой серии и большим деньгам, понимая, что это его возможность оставить позади тайны своего прошлого. Но когда судьба подкидывает ему шанс на возмездие, Уильям оказывается втянут в игру, где на кону стоит нечто большее, чем простые деньги. Можно ли узнать, когда ты достиг предела? Холодный расчет. Для поклонников азиатского артхауса на экраны выходит японская картина «Случайность и догадка». 3 истории, объединенные темой неслучайных совпадений. В первой Миэко понимает, что преследующий ее подругу парень – ее бывший возлюбленный, с которым она порвала 1,5 года назад. Вторая история о студентке, который пытается отомстить профессору, получившему престижную премию и одновременно не давшему ей диплом. Третья история повествует о женщине-системном администраторе, которая лишилась работы после заражения техники вирусами. Привет, новый друг! Единорог в городе! Для маленьких зрителей на большой экран выходит очередная история из серии My Little Pony. Не все прекрасно в стране пони, ее покинула магия. Вместо дружбы и гармонии здесь царят тревога и недоверие. А пони разных видов вынуждены жить порознь. Но жизнерадостная земная пони Санни уверена, у этого волшебного мира есть надежда. Вместе с единорожкой Изи и другими новыми друзьями их ждут невероятные приключения, удивительные дальние страны и головокружительные опасности. И именно маленьким пони по силам совершить огромные подвиги, чтобы вернуть мир и счастье в волшебную страну. Спасибо, спасибо. Никаких фото. Ладно, одно фото. В
природном парке «Живые алмазы» готовятся к зиме. Здесь у каждого обитателя свои условия комфортной зимовки. Обильная кормежка, правильный температурный режим – важные условия в морозы. Наши коллеги побывали в природном парке и узнали, как готовят к зиме животных и повлияли ли природные факторы на заготовку кормов и сена. Пока мирнинцы достают из своих шкафов теплые куртки, перчатки, шапки, как я, например, уже утеплилась, в парке «Живые алмазы» его обитателей тоже готовят к зимнему периоду. Тут важно учитывать несколько факторов. Подготовить теплое, уютное жилище, сформировать правильный рацион питания. Кролики – одни из самых непривередливых животных, и пищу себе могут подыскать и перезимовать в морозы под слоем сугробов. В Мирнинском природном парке их почти 50 голов. Вылавливать и сажать в загон их не будут, уж слишком свободолюбивые. А вот свою порцию овощей за лето ушастые получили. Иногда не прочь побаловаться и семечками. Если кролики животные неприхотливые, этого нельзя сказать о павлинах. Они здесь из южных краев. Поэтому оптимальная температура для зимовки павлинов 18-20 градусов. Ее поддерживают в специальном павлинарии. По стандартам на одну зрелую птицу выделяют по 2-2,5 квадратных метра. Главное, чтобы нужная температура поддерживалась. Приедет электрик в конце недели, и будет освещение, вот конвектора будет проверять. Ну, все сделается. И вот эти, видите, вот эти настилы. Тут мы сено улаживаем, павлину, чтобы тут нормально отдыхали и спали. Ну, кормим обычно тут. Тут все затащим, воду, кормушки. Главное, чтобы не было перебоев с электроэнергией, да? Да, главное, чтобы перебоев не было. Иногда случается, но с положения выходим. В той части у нас печка-буржуйка стоит, мы павлинов туда перетаскиваем. И все, печку натопили, все нормально. Павлины свои теплые квадратные метры делят с голубями. И если подготовить теплое жилье для обитателей не проблема, с заготовкой кормов было чуть сложнее из-за пожаров и засушливого лета. Но работники парка справились. Заготовка кормов у нас нормально, весной ветки нормально приготовили, на зиму хватит, яголь приготовили для оленей тоже в достаточном количестве. И около 50 тонн естественной травы заготовлено. Но мы на зиму, хочу сказать, что полностью готовы. В парке «Живые алмазы» сегодня живут 18 голов копытных, 13 парнокопытных и 2 хищника. Пернатых около 60, кроликов почти 50. Все они уже привыкли к суровым якутским зимам. На территории парка сейчас находятся 2 медведя – Умка и Леха. Чтобы им было комфортно в зимней спячке, здесь построили деревянные короба. Они внутри будут выстилаться соломой. Также следят тщательно за питанием, чтобы медведи набрали нужную массу тела. В основном их кормят 2 раза в день. Основной рацион – это рыба и мясо. Ну, спросим у Умки, готов ли он к зимней спячке. Умка, готов? Ну, судя по тому, какой он отдохнувший, наверное, готов. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». В завершении выпуска коротко о погоде. В Алдане сегодня облачно, ночью вероятны осадки в виде дождя. Температура воздуха плюс 12, вечером плюс 10, ночью плюс 7. Ветер от 2 до 8 метров в секунду. В Нерюнгри облачно с прояснениями, плюс 14 градусов, ветер от 4 до 11 метров в секунду. Вечером столбик термометра покажет плюс 9, и ночью плюс 5, возможен дождь. В Ленске сегодня облачно и плюс 9, вечером плюс 5, а ночью 0 градусов. Ветер от 2 до 7 метров в секунду. В Мирном плюс 11, ветер от 2 до 7 метров в секунду. Вечером ожидается плюс 6 градусов, а ночью температура воздуха составит 0 градусов, облачно. И в столице республики сегодня переменная облачность. В Якутске днем 13 градусов со знаком плюс. Ночью столбики термометра отпустятся до плюс 2, ветер до 4 метров в секунду. Давление составит 758 миллиметров ртутного столба. На этом пока вся информация о развитии событий. Смотрите в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.